Однажды Укба ибн Амир, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что принесет мне успех в жизни? Что может привести меня к спасению? Что дарует мне безопасность и успех в жизни? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему 3 очень коротких совета. Он сказал: придерживай свой язык, чтобы сказанное тобой не обернулось против тебя. И да будет дом твой достаточно просторным для тебя, и плачь о своих грехах. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, зашел в мечеть и увидел там Абу Бакра, держащего в руках свой язык. Умар говорит ему: что ты делаешь? Почему ты держишь свой язык? И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: этот орган доставил мне очень много проблем. И действительно, как много семей распались из-за последствий языка, сколько общин перестали существовать. Имам аш-Шафи'и говорил: сколько людей оказалось на кладбище по причине своих языков. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: научись контролировать свой язык. Что интересно, на арабском эта фраза звучит так: амлика алейка лисанак, что дословно переводится как контролируй, защити себя против своего языка. Как будто твой язык – твой враг, как будто он против тебя. Это орган, который легко может разрушить твою жизнь, если ты не будешь контролировать его. Имам аш-Шафи'и также говорил: если что-то и заслуживает заключения в тюрьму на долгий период, то это язык. Так вот, суть первого совета в том, что разум, интеллект должны быть впереди языка. Но зачастую бывает так, что мы говорим что-то своим языком и затем мы восклицаем: «О, как я мог сказать такое?» На арабском произносить что-то означает ляфалла. Дословно этот глагол означает бросать что-либо, поскольку слово подобно выпущенной стреле. Стрельнув, вы уже не сможете вернуть ее. Если вы один раз скажете что-нибудь обидное вашей дочери или вашей жене, или вашему брату, или вашей сестре, то они будут помнить об этом всю свою жизнь. Даже если вы будете 10 лет просить их о прощении, в их душе останется обида. Поэтому имам аш-Шафи'и сказал: рана от меча рано или поздно заживет, однако рана, нанесенная языком, не заживет никогда. Если у нас есть ребенок, то мы радуемся каждому новому слову, которое он произносит. Но со временем он начинает постоянно говорить, без умолку. Поэтому так же, как мы учимся говорить и очень внимательно к тому, как мы говорим, мы также должны учиться молчанию. Часто родители просят своих детей сделать тайм-аут. Пожалуйста, ничего не говори, хотя бы 5 минут, просто тихо сиди и молчи. Думаю, многие взрослые сегодня тоже нуждаются в таком тайм-ауте. Поэтому учитесь молчать. Это был первый совет. Второй совет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пусть твой дом будет достаточным для тебя. Какой прекрасный совет. То есть сделай свой дом местом, где ты чувствуешь себя комфортно. Когда ты со своими детьми, со своей женой, с семьей. Просто сделай свой дом комфортным, достаточным для тебя. Забудьте про идею о том, что вы постоянно должны быть где-то вне дома, в поездках или вместе с друзьями. Нет, будьте дома. В доме вы меньше всего подвержены смутам и искушениям. Идите в мечеть, помолитесь и затем возвращайтесь домой. Возвращайтесь к своей семье. Мы все знаем историю про клевету в адрес Аиши, да будет доволен ею Аллах. Ее оклеветали, обвинив в грехе. По всей общине распространили слухи и сплетни о ней. Невозможно представить, что может почувствовать женщина, тем более такого положения, как Аиша, да будет доволен ею Аллах, когда все вокруг клевещут на нее, передают лживые слухи о ней. И представьте, что чувствовал в тот момент ее отец, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах. Каково это, когда про твою дочь распространяют такие ужасные сплетни? В хадисе говорится, что первое время Аиша, да будет доволен ею Аллах, была в неведении об этой клевете. Когда же она узнала об этом, она тут же попросила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отпустить ее домой, к ее родителям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ей. Когда Аиша вошла в дом родителей, она была очень разбита и удручена. В хадисе говорится, что мать Аиши, увидев лицо дочери, тут же стала утешать ее. Однако Аиша говорит, что когда она зашла в дом, она услышала, как ее отец читает Коран на крыше дома. То есть в обществе возникла большая проблема, и она напрямую связана с его семьей. Но где Абу Бакр в этот момент? На крыше своего дома. Видите, он находит утешение и спокойствие дома. Это не значит, что он самоустранился и ничего не делал, чтобы решить эту проблему. Но мы должны осознать, что порой единственное, что мы можем сделать, это сосредоточиться на своих отношениях с Аллахом. Именно этим Абу Бакр и занимался. Он не уходил от проблемы. Он как бы говорил: я уже ничего не могу сделать. Это не в моих силах.
Поэтому я сосредоточусь на своих отношениях с Аллахом. Третий совет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, также имеет огромную важность. На что мы должны обращать внимание прежде всего? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел, чтобы мы правильно расставили приоритеты. В конце этого хадиса он говорит: «И плачь о своих грехах». Мы плачем о чем-либо, когда это является чем-то очень важным, приоритетным в нашей жизни. Поэтому, если говорить лично обо мне, то этот хадис напоминает мне, что в этом мире нас окружает множество проблем, как глобальных, так и местных, какие бы они ни были. Однако главное, о чем я должен беспокоиться, и чем должно быть занято мое сердце, это мои грехи. Кто из нас сегодня хотя бы на минуту сел и задумался о своих грехах? Я думаю, что если мы будем честны, то всего лишь некоторые из нас действительно сели и задумались о своих грехах. Не говоря уже о том, чтобы плакать о них. Понимаете, мы не плачем о чем-либо, пока не сделаем первый шаг и морально не поставим это на первое место в нашей жизни. Одна из главных наших проблем в том, что мы фокусируемся на проблемах и недостатках других людей, а не на своих собственных проблемах. Хотя должно быть наоборот. Ваши собственные ошибки и грехи должны тревожить вас прежде всего. Сосредоточьтесь на своих собственных грехах. Итак, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал нам 3 замечательных совета. Первый. Контролируйте свой язык. Думайте о том, что говорите. Второе. Находите покой и утешение дома. И третье. Всегда помните о своих грехах. Собираясь лечь спать, подумайте, что вы сегодня сказали и сделали. Затем скажите: «О Аллах, я совершил много грехов сегодня, прости меня». Покайтесь в своих грехах. Не ложитесь спать, не покаявшись в своих грехах. Покайтесь перед сном и очиститесь от грехов. Я прошу Аллаха даровать нам помощь.